прошло все очень быстро, как-то скомканно, потому что судья, как обычно, мямлил что-то через маску. Но он огласил приговор, который звучал так же, как и запрашивал прокурор. 8,6 лет колонии строгого режима, 300 базовых штрафа. Представьтесь, пожалуйста, кто вы такой, предоставьте служебное удостоверение. Вас предупреждаем, в отношении Представьтесь, вас сейчас будут мы применять не знаем, кто вы такие. Степан держался очень стойко, очень хорошо. Я сегодня близко подошла к этой клетке, где он стоял между двумя скамейками. Его сегодня отвели в сторону, оттеснили от стекла. Он, как обычно, был прикован к двум охранникам. И они прямо не спускали с него глаз, как коршуны. И я четко увидела вот этот вот красный след на его горле. Красный след борьбы и след возмущения. И несогласия с тем, что происходит сейчас в стране. Меня зовут Степан Латыпов. 15 сентября 2020 года люди в масках внесли меня в микроавтобус. Стянули руки за спиной, надели на голову мусорный пакет и повезли кружным путем в парк Дружбы народа. На пути дважды пересаживали из автобуса в автобус. Но это мой район, я знаю каждый поворот, каждый лежачий полицейский. Потом включили радио на всю громкость и начали пить. Никогда в жизни мне не было так страшно. Люди в масках били руками, ногами, дубинками. Все скопом при одиночке. Выкручивали руки и ноги за спиной ласточкой, пробивали кулаками и ладонями по ушам так, что в голове словно взрывалась граната. Били дубинкой по ягодицам и правому бедру так, что синяка не осталось, но опираться на ногу я не мог еще 2 недели. Я кричал, задыхаясь в черном пакете, а они смеялись. Говорили, учим алфавит. Сейчас прошли букву А и начнем учить Б. Не кричи, твоя тихоновская не услышит. Но я продолжал кричать. Мне так было значительно легче. Кричал и думал. Очень хорошо, что взяли меня. Мало кто из соседей белорусиков выдержит это. Меня зовут Степан Латыпов. 1 июня 2021 года в зале суда Советского района порезал себе горло шариковой ручкой. Было больно, страшно и очень стыдно. Очень стыдно от того, что попытка вышла неудачной. Ведь иного способа защитить своих близких и соседей я на тот момент не видел. И то, что он сказал, это правда. И то, что он не признает своей вины, это тоже правда. Потому что его вины ни в чем нету. В чем может быть вина человека, который хочет видеть свою страну свободной и хочет жить сам, и чтобы его друзья и дети его друзей жили в такой же свободной стране. Такой приговор вынесли не потому, что Степан что-то совершил. Знаете, как раньше на Руси были показательные порки и казни? Вот это вот одна из них. Чтобы другие боялись, молчали, не высказывали своего мнения. А это не так. Люди все равно не будут никогда молчать и будут бороться за свою свободу. И даже такие показательные порки не испугают белорусский народ.